я не буду этим заниматься. Я не буду этим заниматься, потому что это потом чревато будет мне. Ты что, умный такой? Ты где работаешь? Служи, и вот такой вот пример разговора. Ну, такие люди сейчас не нужны в полиции. В принципе, нужны вот такие цепные псы, сказали, которые будут там слушать. С почты. И подходя уже сюда, вот к 5-му подъезду, двое неизвестных напали на меня, один из них облил меня краской. Мне грозит наказание, это минимум год и 8 месяцев. Пластиковое ведро было изъято, оно по уголовному делу проходит в качестве оружия, обычное пластиковое ведро. Наверное, руководители мои все-таки талантливые люди, настолько, что имеют даже какие-то экстрасенсорные способности, без смеха. Они мне сразу сказали квалификации, как это будет. Мне сказали, что здесь 112 будет, то есть причинение среднего вреда здоровью. Я говорю, не понял, говорю, это вообще как может быть? Говорит, не вникай, будем говорить, что делать. По своему опыту, ну вот я вам честно скажу, что такое 112. У меня были заявления, то есть материалы проверок, когда у людей были сломаны ребра, другие там части тела, и 112 не было. Судмедэкспертиза показывала, то есть, что там легкий вред здоровью. Я прям удивлялся, честно говорю. А здесь 112 после удара пустым ребром. Я просто отказался этим заниматься, потому что я опытный сотрудник. Я знаю, они сейчас выслужатся, да, там перед кем-то, сделают свое дело, получат, может быть, свои бонусы какие-то. Вот. А сейчас что-то пойдет не так, или это самое, во-первых, это преступление как минимум, то есть я бы совершил. И отвечать буду я. Сериал показывает, что вот начальник, он друг подчиненного, он его помощник и все остальное. То в жизни нет. На самом деле такого нет. Начальник никогда не поддержит своего подчиненного. Никогда. Он будет только свои интересы лоббировать и все. Почему? Я не знаю, система так вот устроена. Система устроена так. То есть там каждый сам за себя. Куда пытались устроиться? По всем судебным приставам. Вот. В несколько коммерческих организаций пытался тоже служба безопасности, но, сами понимаете, там тоже бывшие сотрудники работают. В любом случае идет проверка, то есть смотрят на бывшего работодателя, где работают. То есть почему вы нас интересуете? Никто же хорошего ничего не говорил, то есть сколько я раскрыл преступление, сколько, то есть даже позитивно ничего сделал, много внутренних дел. Я так понимаю, что вы говорили, что я вот такой вот нехороший человек, который, скажем так, саботирует и позиционирует работу. Структура вся криминальна, и необходимо эту систему полиции устранять, весь этот институт, и переходить на народную милицию. Выборные органы, независимые от верхушки власти, чтобы они боролись чисто с преступностью, а не делали то, что указано сверху. Нужно что-то менять. Ну а кто еще будет? Если вот у нас небольшое количество осмеливается это говорить. Я решил это высказать. Я не боюсь. Сразу говорю, ребят, я не боюсь. Кто-то должен это говорить, кто-то должен начинать это все дело, потому что так дальше, от этого страдают все, страдают сотрудники полиции, люди, граждане при таком отношении, при таком положении дел. Кому от этого легче? Никому. Кадры уходят, они потом кого набирают? Неизвестно кого.